Гоуст. Башенный комплекс Ахильговых. Выходцев с Эбона. Башни разрушены, только руины остались. Когда-то здесь протекала мирная жизнь горцев. Насколько она была тяжела, знает тот, кто здесь жил, да и сейчас живет. Описывая экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского округа, Гробовский в 1868 году отмечал: чтобы не подать повода заподозрить горцев в недостатке желания к труду, я постараюсь объяснить здесь те местные препятствия, которые ставят их хозяйство в неблагоприятные условия. Земля горцев, за редким исключением, состоит из крутых покатостей, зачастую не дающих ровно никакой растительности. Эту-то землю горцы принуждены были приспособить, чтобы она служила средством им к существованию. Вблизи жилищ встречаются террасы, искусственно устроенные для посева хлебов. Нужно видеть эти террасы, чтобы судить о громадности труда, потребовавшегося на устройство их. Они находятся обыкновенно на таких местах, где сама природа отказалась дать что-либо. На устроенных таким образом полях горцы засевают хлеб, ячмень, овес, отчасти пшеницу. Собираемая ежегодно пропорция далеко не обеспечивает семейство, часто многочисленные на круглый год. Поэтому более состоятельные люди приобретают недостающий хлеб покупкой на плоскости или нанимают там поле для посевов. Бедные же добывают его частью выпрашиванием у своих плоскостных родственников, а преимущественно подземным трудом во время уборки посевов. Приготовить покосное место в горах и потом собрать сено так же трудно, как и приспособление полей для посевов. Прежде всего, нужно крутые покатости гор очистить от камней. Здесь-то, под палящим солнцем, горец работает косою и сгребает небольшие копны на кошеную траву. Непривычный человек едва ли сумел бы свободно ходить по этим покосным местам.